такой магазин. Продуктовый называется он. Дзержинского 20/5. Сегодня у нас 15 февраля. Июня. 15 июня. Вот, мини-маркет называется. Мечников Аян Васильевич. Распоряжение. Мечников Аян Васильевич. Грэм какой у них? 319. Какой магазинчик. Добрый день. Возврат мне сделаете за просрочку? Продали. Вот я сейчас буквально где-то минут 30 назад был у нас. Посмотрите, до какого он годен. 09-05. Где тушка? А? Где тушка? Чего? Тушка. Тушка? Да. Собака съела. Там, Ну, тогда... там чуть-чуть осталось вам. Ну тогда после обеда зайдите. Нет, мне сейчас надо. Либо сейчас возврат делаете, либо я пишу претензию, в досудебном порядке будем решать. Ну это когда заведующий? Мне не заведующая продала, а вы продали. Ну я знаю. Ну вот. А где? А? Тушка. Тушка, вы вообще закон о защите прав потребителей изучали? Да. Вот вам принесли упаковку и остаток товара. Ну я же говорю, что В законе о защите прав потребителей так и написано, да, заведующий. что я не обязан вам полностью товар возвращать. Хлеб привезли? Да. Хлеб привезли? Что вы с ним делать будете? Там вот договор. С тушкой. Вы его на помойку обязаны выбросить, правильно? Были. У меня собака съела. Отказываетесь, да, делать сейчас возврат? Ну я же говорю, что... Я, если приду второй раз, я приду уже с претензией, понимаете, письменно. Я сейчас вам по-хорошему предлагаю просто вернуть деньги. Как я верну деньги? Ну, то есть вы отказываетесь, да? Ну, я же фиксирую сейчас все это дело. Да, я знаю. Отказываетесь, да? Я не отказываюсь, я же говорю, Ну, когда сейчас. заведующая будет. Мне не заведующая продала. Это вы сами решаете, заведующий. А я как и решил без заведующего. Ну, так же, как вы продаете без заведующей. Сколько? 137. Так же, как продаете, так и делаете возврат. Это наш хлеб, да? Да. 4. Так, ну время мне не отнимаете тогда. Так, сколько? 201. Отказываетесь, да? Я не отказываюсь, Еще я же рубль, да? говорю, заведующая придет, тогда с ней... Я вот должен 10 раз ходить, да, вот по-вашему? Еще рубль, да? Да. То есть вы нарушаете, а я должен ходить вам кланяться на поклон. По закону. Ну, вы же, да, собаку уже кормили. И что? Как я упаковку только возьму? Вот у вас упаковка для списания. Для проведения всех бухгалтерских нужных операций. Упаковка, маркировка, чек, все есть. Вы будете тушку засовывать в компьютер? Или вам только вот эти нужны маркировки? Я же знаю, как это делается. Давайте решайте быстрее. Или я сейчас иду, пишу претензию, и будем через компенсацию морального вреда и вот через штраф Роспотребнадзора. То привыкли постоянно просрочку продавать. Сколько можно вам? С вами по-хорошему, вы все равно, вы еще борзеете наоборот. В наглую продаете.
понимаю, там 1-2 дня не успели убрать. Этот месяц уже прошел. Вот мужчина купил входа. А там сырок ушел. И он упаковку только перевез, а фрукты нету. Упаковку и кусочек мяса. Все как написано в законе о защите прав потребителей. Там каши, маленький кусочек мяса. Да. Да. Говоришь, что как еще? Заведующей нет, и заведующая должна решать. То есть продает продавец, а решает заведующая. Ну, как интересно. Что? Ну, заведующая. А зачем мне с ней разговаривать? Вы мне продали, а не заведующая мне продала. Алло. Да, вы кто? Ага, здравствуйте, я заведующая. Ага. Вы нам упаковку привезли курицу, отдайте нам. Ну, с какой стати-то вам я должен курицу вернуть? Нет, с той стати, что я ее верну поставщику. У вас был месяц на то, чтобы вернуть. Нет, так, раз вы взяли, как вы, может быть, курицу эту съели? Вам какая разница, что я с ней сделал? Нет. Вы мне обязаны по закону... Так, давайте вы мне не будете диктовать условия, я пишу вам претензию. Подождите меня, я Я ждать не буду. Я пишу вам претензию и пишу... Через 20 минут Будем решать вопрос с вами через досудебное урегулирование. Согласны? решайте. Все, я пишу вам претензию. Хорошо, хорошо. Давайте, штраф будете получать. Очень хорошо. Ни продавец, ни заведующая, то есть соблюдать законодательство, отказываются. Вот так себя ведут. Смотри, какие умные. У меня еще много скопилось за прошлый год просрочки. А срок исковой давности 3 года. Так и передайте заведующей. Буду на вас писать очень много жалоб. И в суд обращаться. Будете все мне возмещать. Вот такой магазин. И заведующая. Значит, на Дзержинского 20/1. То есть ходи к ним, бегай, кланяйся. Выпрашивай, они еще условия ставят. Такой вот магазинчик у нас в городе.